Всем привет, дорогие друзья! Мы в пригороде Сыктывкара, в селе Выльгард. И здесь вовсю, да, у нас идут работы. Денис, Александр, всем привет! Данный дом несколько лет назад мы построили. Уже нас приглашали, мы сделали там внутреннюю отделку. Потом нас пригласили, я хочу показать. Мы сделали вот эту уютную баню. Здесь все преображается стремительно, даже уголок кайфа там появился. Но баня, прошу обратить внимание, какая красота. Сделали баню. И теперь идет следующий этап работ. Мы занимаемся фасадом. Наша задача здесь сделать правильное, качественное утепление и обшить дом сайдингом, чтобы уже преобразить, дать ему эстетику. Денис, сделать красоту. Будем делать красоту опять. Красоту. По красоте. Так, что мы здесь сделаем? Мы здесь уже сделали, утеплили практически все, кроме каких-то небольших моментов. Можем вот сейчас увидеть, да, то, что мы делаем. Вот будем делать над козырьком. Козырек мы уже маленько спилили, убрали там то, что нам мешает, для того, чтобы сделать сквозное утепление. То есть утепление полностью, полноценное. Именно убрали часть кровли с той стороны и заведем утепление, сомкнем его, грубо говоря, снизу и сверху. Надо, чтобы утеплитель шел, мешающий элемент убираем лишний, который, да. И дальше красиво. И дальше опять утеплителем соединяется, да. Здесь по стене утеплитель, что важно, он здесь мелодии, да? У кого какие, у кого какой оркестр. Идет утеплитель снизу, с цокольной части, да, и доверху. У нас по кровле шло утепление и по фасаду, и вот они соединяются плотненько-плотненько. И получается такой единый, как это такое, шапка, да, если ее одеть, да, на дом. Получается единая такая шапка, которая так одевается со всех единый сторон. Контур утепления у нас. Да, контур утепления. Здесь у нас утеплитель, значит, 50 миллиметров вертикально и 50 миллиметров горизонтально. Для того, чтобы перекрыть вот это не мостики холода. То есть мы перекрываем все мостики холода. Вот, дальше, что мы еще можем здесь увидеть? Мы оставили зазор, да, на усадку. То есть у нас здесь есть усадочный зазор. Вот это нюанс, это нюанс. У нас жестко закреплена, значит, часть кверху. Да. То есть у нас там не будет разрывов никаких, мы соединили, утеплили и все. И в дальнейшем все, получается, вся осадка, она будет двигаться равномерно вместе. То есть вместе с кровлей все это поедет вниз. Вся осадка, она вот здесь. Да. Вот мы сместили. На данном доме мы, значит, обшиваемся только сайдингом. Вот от сих где-то, наверное, даже вот так. Оставляем эту часть для цокольного, потому что будут заведены коммуникации в дальнейшем. Ну, то есть для того, чтобы там могли спокойно люди работать, там, подключать, да. Все. В дальнейшем они все это сделают, и я думаю, что мы приедем и все это добьем. Сделаем здесь красоту. Можем обратить внимание, насколько все прикольно мы выставляем, да? У нас все в линию, все подвесы у нас в линию. Да, да, четко по горизонту. Четко вертикально, четко по горизонту. Это как у строителя. У меня либо вертикально, либо горизонтально. Ну, все так и должно быть. Жестко, хорошо. Это еще не закреплено. Да, она просто... Окей, пока. Нравится. Можем там посмотреть. Мне нравится, что еще проклеиваешь все вот оконные проемы, что все герметично было. То есть задача какая? Вот эта пленка, это ветрозащитная пленка, чтобы тепло из дома, оно не выдувалось. То есть я понимаю, что сайдинг как ветрозащитный элемент, да, но тем не менее еще специальная ветрозащитная пленка. И чтобы где-то, откуда-то там еще не выдувало, еще проклейка идет. Везде. Вот черные вот эти ленты. Герметичные. Хорошо. Ну, мы можем посмотреть, все проклеено. Вот где черных нет. Да, слушай, это все же проклеено. Да, вот это все идет в единую линию.
Вот все аккуратно по шнурочке. Вот это и есть строительная красота. Вот другой просто посмотрит, ну, доски и доски. Ну, то есть, по идее, это, наверное, надо вот, вот так вот и зайти и показать, насколько это в линию ушло. А для нас это эстетика. Да. Я тоже смотрю, блин, как красиво. Как сделал доски красиво. Далеко не каждый строитель... у нас же здесь еще закладные под H-профиль соединительный. Доска широкая. H-профиль он широкий, нам на брусок он не поместится. Ага. Вот, мы его будем соединять ровно под оконной планкой. Дело в том, что сайдинг, он 3-метровый. И стыковать на маленьком элементе, ну, не очень удобно, что ли. Это вообще неудобно, потому что сама соединительная, она шире, чем брусок. То есть, да, сам элемент стыковочный шире, чем брусок. И вот Денис заранее взял более широкий деревянный элемент, чтобы можно было сыграть на крайняк. Да, то есть класс. Решение грамотное, хорошее, нравится. Я просто наперед думаем, чтобы нам потом в дальнейшем было легче работать самим же. Конечно. То есть всю ситуацию сразу продумаем наперед. Не дай бог это все счастье поведет, волной пойдет. Это же знаете, сколько переделывать? А пойдет это, если пойдет, то, не знаю, на следующий год уже, да, может волной пойти сайдинг по всему фасаду. Поэтому может очень быстро. Да, а нам это не надо. Поэтому мы заранее делаем нормально, чтобы второй раз не приезжать сюда уже, не переделать. Ну и, по крайней мере, так у нас получается. То есть один раз сделали, все, и забыли. И заказчик радуется, смотрит, доволен. И мы работаем уже на другом объекте. Дорогие друзья, если вам нужно построить дом или баню, сделать утепление, обшить дом снаружи сайдингом или изнутри гипсокартоном и так далее, да, имитацией бруса, может быть. Смело обращайтесь. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите. С радостью проконсультируем, все расскажем. Будем рады быть вам полезными. Все, до встречи на консультации. Давайте начнем первый шаг к своей мечте с консультации. Все, пока-пока. Пока-пока.